Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Правительство приняло решение направить на выплату дивидендов российских железных дорог за 2018 год 74% прибыли компании по российским стандартам бухгалтерского учета за отчетный период или более 13 миллиардов рублей. Отметим, что в прошлом году РЖД получили 18 миллиардов рублей чистой прибыли по РСБУ. Росстат назвал самые подорожавшие в прошлом году продукты. Так, по итогам прошлого года наиболее подорожавшими продуктами стали пшено и капуста. В 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6% и 72,8% соответственно, что повышает уровень инфляции в 17 раз. Увеличение цен на пшено объясняется сокращением посевных площадей проса, поскольку пшено не пользуется большой популярностью у населения. На третьем месте по удорожанию газомоторное топливо из-за существенного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка. Так, на газовое моторное топливо, преимущественно бензин, сформировался повышенный спрос из-за его сравнительной дешевизны. Фонд социального страхования планирует начать использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов. Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО, то есть те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше. В фонде отметили, что для расчета размера взноса хотят сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус и увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда. Названы регионы России с самыми высокими доходами населения. Самые высокие доходы в стране в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Скромнее всех в финансовом плане живет население Тывы, Алтая, Калмыкии. При этом доля жителей, находящихся за чертой бедности, больше всего в Якутии, Красноярском крае и на Камчатке. За чертой крайней бедности в Тыве и Ингушетии. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Якутия входит в первую двадцатку регионов по соотношению медианных доходов к фиксированному набору товаров и услуг. То есть в целом ее жителей можно отнести к обеспеченным, а при этом доля бедных здесь одна из самых высоких. Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году. Дополнительными показателями являются доля населения за чертой бедности и за чертой крайней бедности. На реконструкцию объектов водоканала Нерингри выделят 400 миллионов рублей, 396 миллионов рублей из которых средства федерального бюджета. Работы будут закончены в 2020 году. Средства пойдут на реконструкцию насосных станций и строительство резервуаров чистой воды. Это позволит сберечь энергию и повысить надежность системы. В этом году будут реализованы мероприятия первого этапа на сумму 200 миллионов рублей. Финансирование обеспечивается в соответствии с госпрограммой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» и Байкальского региона. Кроме того, в этом году ожидается реконструкция 3 аэропортов Якутии – в Жиганске, Алекминске и Нерингри. Наиболее масштабные работы пройдут в Нерингринском районе. В рамках федеральной программы будут восстановлены взлетно-посадочная полоса и инфраструктура. На модернизацию аэропорта Нерингри поступит 7 миллиардов 385 миллионов рублей. Жиганска – 1 миллиард 167 миллионов рублей. Алекминска – 2 миллиарда 719 миллионов рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Всего в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов. Это 15 аэропортов в Якутии и 1 в Магаданской области. В прошлом году в рамках программы были реконструированы 3 аэропорта Якутии в Тиксе, Саккырыре и Чакурдахе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.